должны быть все сознательны, социально сознательны. И в этом плане я там безгранично рада, что относительно недавно, вы знаете, был принят закон об иммунопрофилактике. Он, конечно, не решит все наши проблемы, но тем не менее, все-таки это уже очень важный шаг вперед в этом вопросе. И мы очень рассчитываем на сознательность мам, детей, которые будут в определенный период в неблагополучную эпидемиологическую ситуацию допущены в школьные и дошкольные учреждения. Но это будет делаться с точки зрения, в первую очередь, защиты самого ребенка, так как у него нет иммунитета, и он может сложно перенести все эти инфекционные заболевания. Но это время для самой мамы, которая должна будет какое-то время находиться с ребенком дома. Как минимум, это какие-то неудобства создаст родителям. И мы надеемся на все-таки благоразумие, сознательность. Но все равно мы вынуждены говорить о том, что, наверное, не хватает информации. При том, что мы вроде как каждый год об этом говорим и аргументированно говорим. Но, тем не менее, должно быть больше площадок, которые посвящены этому направлению. И мы должны развеивать мифы. И уже который раз, опять-таки, с года в год, есть определенные мифы, которые, уже, не знаю, оскомину это набило. Да. Опять говорить были, но все равно они где-то под коркой. И тем не менее, все равно часть родителей, мам, они верят этим мифам. Да? Несмотря на то, что, опять-таки, возвращаясь с точки зрения доказательной медицины, они были развеяны. Я думаю, нужно работать с мамами, в том числе подключаться к психологам, потому что есть некое недоверие, и надо решать этот вопрос.